я хочу выразить благодарность за приглашение в Республику Татарстан. Ровно 20 лет назад, я здесь был в 2004 году, в танковом вашем училище, как раз на соревнованиях. В преддверии 2005 года, в 2005 году Казань отметила свое тысячелетие. Мне в очередной раз находиться в городе Казани приятно, ну и гордость. Тоже являюсь татарином, сибирским татарином, поэтому татарь не важно, крымский, сибирский, казанский, все мы братья. И все мы братья в большой нашей стране, все мы россияне. И у нас на фронте нет отличия по национальности, по разрезу глаз, по цвету кожи. На фронте все братья, кровь у всех красного цвета. Я всегда говорю, друг познается в беде, брат познается в бою. А по поводу воспитания молодежи, в первую очередь цель моего данного визита в республику – это поговорить с молодежью Республики Татарстан, со школьниками, со студентами, в том числе и с курсантами. Почему это важно? Потому что рано или поздно они станут строить либо рядом с нами, либо вместо нас. Мы им объясняем, все профессии нужны, все профессии важны, но надо выполнять свои задачи с честью, с совестью и с порывом в сердце. Тогда все у тебя будет как положено. И самое-то главное, когда ты выучишься, когда ты получишь профессию, начнешь работать, ты будешь благо приносить не только для своей семьи, своих близких, но и в целом для нашего государства. Потому что ячейка общества, семья – это фундамент. Без фундамента невозможно существование никакого государства. А по воспитанию молодежи все новое – это хорошо забытое старое. И я сейчас радуюсь и горжусь. Взять, допустим, школы. Форму вернули. Нормативы ГТО вернули, флаг выносим, гимн поем. И слава Богу, слава Аллаху, что у нас в стране не оборвалась ниточка, связывающая наших победоносных дедов-прадедов и нынешнее поколение. А такая ниточка оборвалась на Украине. Ее целенаправленно отстригли, обрезали. Такая нить оборвалась в Прибалтике. Вот посмотрите, что сейчас там творится. Полностью переписали историю, полностью осквернили честь, достоинство своих дедов, которые отстаивали, в том числе и была такая битва за Днепр, освобождение советской Украины. И вот сейчас, как Иваны, не помнящие своего родства и своего происхождения, сейчас опять по территории Украины немецкий танк и леопард со свастикой, как это было во время Великой Отечественной войны. И в том числе во время Великой Отечественной войны такие страны, как Англия, Великобритания, США, Франция были нашими союзниками. Сейчас в нашей стране противостоит более 50 стран. Более 50 стран поддерживают нацистский режим на Украине. Мы доводим это до наших детей. Для нас нет чужих детей и нет чужого горя. Дети на Донбассе также хотят, как дети в Казани, в Тюмени, в Екатеринбурге, заниматься на прекрасных площадках, ходить в бассейны, заниматься художественной гимнастикой, но не могут пока дети на Донбассе, на Херсонщине, Запорожье, ЛНР, ДНР позволить. Потому что восстановили мы школу, разбили школу, восстановили детский садик, разбили детский садик. Хотим мы, чтобы война пришла в наш дом? Конечно нет, поэтому мы находимся сейчас там. А наши дети должны понимать, что как прекрасно заниматься в школе, как прекрасно заниматься в кружках, что не надо перебегать от дома к дому, что не надо сидеть в подвале, не надо трястись по тревоге. Вот даже не считая наших 4 наших субъекта, которых мы включили в состав Российской Федерации, сейчас возьмем наше приграничье, Курская, Брянская область, Белгородчина, там же большое количество населения отселено от приграничной территории. И большинство школьников 1 сентября будут отмечать не в школе, встречать, а будут онлайн. Потому что то же самое, как происходило на Северном Кавказе, если мы вспомним даже Беслан 2004 год. Вот в этом году 1 сентября будет печальная дата, 20 лет со дня бесланских событий. Как взяли заложников школу целую, 3 дня держали в спортзале, дети мочу свою пили в спортзале, потому что воду даже не давали. А когда начался штурм, дети выпрыгивали из окон, детям стреляли в спины.
333 человека погибло, почти 200 это дети. И вот наша задача донести до наших детей, чтобы они понимали, знали и ценили то, что они сейчас имеют. И наша задача их направить на правильный путь, на истину. Учеба, профессия, семья, работа. А не на тот путь, где они станут грабеж, наркомания, алкоголизм и так далее. Если мы не будем воспитывать наших детей будет воспитывать Запад. Посмотрите, что творится на Западе. Уже в школах разрешают детям там с ориентацией определяться. Но это просто, я считаю, вакханалия, бесовщина.